Привет, привет. Вроде все работает. А написано ошибка почему-то там. Ай, ладно. Ой, господи, господи, господи. Привет, давно с ютуберским чатом все было не в порядке. А как же первый андеграунд? А мне нравится второй, потому что я в детстве его только играла. Я не стремлюсь пройти весь Need for Speed. Я просто прохожу то, что мне нравилось в детстве. Чисто из-за ностальгии. Кстати, здравствуйте. Давно не виделись. Ой. Ну, вроде чат работает, ютубовский. Все нормально показывает. О, Севочка, здравствуйте, здравствуйте. Да, Баба Буй. Я там добавила новую награду. Там, если захотите ознакомиться, можете посмотреть. Добавила новый смайлик, потому что вчера очень много купили подписок. Позовите Олега. Олега позовите. Сходите, пожалуйста, за Олегом. Да. Ай, да, ностальгия дело личное, все верно. Ой. Просто я в детстве не проходила всю карьеру, я чисто так по городу каталась. Как-то не было какой-то цели там тоже пройти игру, там вообще просто ради удовольствия. Да, вот добавила новый смайлик, как заметила Сева. Может быть, потом еще что-нибудь добавлю. Посмотрим. Мугивара дес, коничева. Все прочекала. Да, молодец. Так, я хотела тут кое-что показать, но я думала, может, Даша, Даша, когда, зайдет, я покажу. Пока ее нет. Просто на прошлых трансляциях в чате было написано: всем привет, я чат Ютуба, к сожалению, не вижу, если хотите. Ну да. А сейчас видишь, теперь показывается, как хорошо. Да, до этого у меня, стояла другая программа, и почему-то она перестала видеть YouTube. И я не могла читать с YouTube сообщения. Поэтому я думала, забить пока что на это, чтобы мозги себе не А потом я, ту программу удалила и заново сделала Donation Alerts. Но Donation Alerts что-то тоже, оно там с какими-то перебивками то работает, то не работает. Я просто устала искать другие всякие сторонние программы. Я подумала, да, ладно.
Не работает YouTube, так и ладно, господи. Типа все равно там народу почти нет. Даже если кто-то заходит, они там просто смотрят, наверное, и уходят потом. Нету какого-то там активного общения, как на Твиче. Вот. Делишки. А сегодня нормально. Сегодня очень спокойно было. Ту-ту-ту. У нас сегодня было всего лишь 3 клиента. 4, наверное, даже. Капец. Да. Вот так вот. Ой. На весь банк, да. 4 клиента на весь банк. У меня было всего лишь 2, наверное. И у моей коллеги тоже. Наверное, 2. Ну, одна женщина не считается. Она просто по ипотеке, короче, приходила, спрашивала. А у нас нет пока что. Ну, точнее, было, но сейчас как это называется? От государства этого нет. Финансирования от государства пока что нет. Приостановлена вот эта всякая ипотека. Вот. Подумать только, ремейк Resident Evil 4 3 года держали под защитой, а 27 числа уже выходит 9. То есть держали под защитой, это как? У меня, кстати, куплена под предзаказ 9 часть. Вот. 28 мне его предоставят. Ну, я не наверное, не прям сразу такая возьму и запущусь. Наверное, там чуть попозже, может быть. Надо еще проверить, как она там вообще работать будет. Потому что, мне кажется, у меня опять там будет госипек, но я надеюсь, она будет оптимизирована нормально. Не будет как Dead Space Remake, блин. Более-менее, это ж Capcom все-таки, а не Electronic Arts. Лишь бы потянуло. Ну вот я тоже надеюсь. Ну, посмотрим, как пойдет. Я чекнула я же купила Resident 4, ну, Ты самая пиздатая, блядь. Да. Понятно вам, блядь? Уёбы. Привет, Эллен. Привет, моя хорошая. Короче, я купила Resident 4, вот, и дополнение «Два пути с Адой». Я вот думаю, может быть, замутить косплей и поиграть вот за Аду, вот это дополнение. Только я не знаю, когда это сделать, вот. Но пока зима, мне кажется, надо успеть, потому что потом к весне, летом там в водолазке будет жарко сидеть. Под антипиратской защитой Денува держали. 8, она же Village, продержалась под защитой, и то меньше, а с половиной, 2,5 года. Да? А я как-то легко скачала, помню, на зеленом стиме 4-й Резидент. О, здравствуйте, Кальтик, здравствуйте. Да. Эрондондонили, эрондондоним и будем эрондондонить. Все верно. Все верно, все верно. Не знаю, Даша сегодня присоединится или нет. Я просто хотела показать корейцев. Просто она-то меня как-то более-менее понимает. И чтобы вот показать как бы ей, да, ну чтобы и вы там просто это чтобы в тему было, понимаете? А то я сейчас включу этих корейцев, это будет не в тему, вы некоторые не поймете, вот. Я хочу, чтобы она вот меня поддержала в этом, а потом вы такие посмотрели и такие, потом
высказали бы свое мнение. О, Стасик, привет, привет. Здравствуйте, здравствуйте. Да, снова те же люди. Я так рада всех видеть. Я жду не дождусь завтрашнего дня, потому что завтра мы будем играть в Resident 2 классику. Вот. Ну, сегодня, естественно, в Need for Speed поиграем. Обязательно. Я пока только смотрю, но не слушаю на работе. Ну тогда можно сплетничать. Давайте сплетничать про Стаса. Так, кто знает свежую сплетню, давайте. Даша сегодня пойдет в этот. Ну, как раз к тому времени я закончу, и вы пойдете к Дашеньке. Вот. Так. Ну что еще? Все, мне больше нечего, в принципе, рассказывать. У вас там как дела? Может, что-то новое произошло? Может, кто-то какую-нибудь историю хочет рассказать, пока мы не начали? Пообсуждаем там что-нибудь, посплетничаем. Я вон там новую награду сделала. Новый смайлик добавила специально, потому что вчера вот я заметила, что очень много подписок купили. И я такая подумала, а что бы не добавить что-то? Вот. Позовите Олега. Олега позовите. Сходите, пожалуйста, за Олегом. Да. Все верно. Как думаете, сегодня тот Олег придет на стрим? Да, он Сева все показывает, демонстрирует. Моя модель. Ну ладно. Короче, если как Даша придет, я включу стрим, хотела сказать, клип. Так, ну пока что тогда начнем, наверное. Так, там, наверное, будет да? Ага. Ничего страшного. Так, карьера. Я не знаю, кто такой Рохан. Это, наверное, типа с загрузкой сохранилось там или что. Ну ладно, пусть будет. Начинаем газовать. Да-да-да. Играть будет моя музыка. Я не буду включать музыку игры, потому что там эти всякие авторские права и так далее. Короче, я заколебалась тогда их удалять. Первого видео. Так, все, поехали, короче. Ну, у нас тут машина другая. Я, наверное, сейчас поменяю на свою первую. Я не хочу на вот это ездить. Так, где тут переодеться? Поменять машину. Ну, хотя, как она вот ездит, прикольно, в принципе, да? Или, может, оставим ее? Как думаете? Оставить машину? Что у меня Twitch грузится. А чё Twitch грузится-то? Я не поняла. Может, Toyota. Выключить? Да, Toyota. Так, сейчас. Музыка не слишком громкая, я могу потише сделать. Toyota. Toyota не нравится. Peugeot, вернуть Peugeot или оставить Toyota? Сегодня какой-то буесос пришел на стрим, когда мы обсуждали, что качество CS2 по сравнению с CSGO упало. Сказал, что мы тупые вуманы и ничего не понимаем. Это разные игры. Ой, господи. Да, сижу, случайно, да, трэш. Чё он грузит-то, блин?
Не надо мне тут грузить. Все нормально работает. Да хватит вот это показывать мне. Я хочу видеть другой чат. Сейчас качество надо получше, наверное, сделать, чтобы видно было. Активичка добавила. Активчика добавила. О, господи, все слышу, все вижу, пойду шорты нарезать. Давай, все. Луркайте. Че, оставляем машину, да, получается? Ну, давайте тогда ее покрасим. Так, разно там этого, мы ее натюнингуем. Смесь. Я, наверное, буду с опозданием читать этот YouTube, потому что у меня почему-то Twitch грузит жестко долго. Так что, если что, не обижайтесь. А лучше переходите на Twitch, конечно же. О, как раз сказала, и вот на Ютубе написали. Приветик, приветик. Спасибо, спасибо. Как же быстро время летит. Второму андеграунду аж 22 года, а первое и вовсе 23. Да. В это время дети родились. Блин, я не вижу, кто там подписался. А, я же хотела этот поменять, звук подписки. Я вообще забыла про это. Извините, пожалуйста. А кто подписался-то? Я что-то не вижу. У меня, походу, наушники медленно умирают. Вот, что такое? А, вижу теперь. Нурландех. Спасибо за фоллоу. Чуть подписку не сказала. Блин, как же неудобно. Подарите мне второй монитор, пожалуйста. Так неудобно все через телефон смотреть. Так, какого цвета сделать машину? Вот черный вообще классно смотрится. Я помню в этот мультик «Тачки». Мне прям там жестко так нравилась одна машина. Это в третьей части, что ли, это было? Или во второй части? Там, короче, машина такая гоночная была. Ну, они там все гоночные. Имеется в виду, она была черного цвета, и у нее там какие-то еще синенькие эти, что-то, какие-то штучки были. И она, типа, такая самая крутая там какая-то была. Типа, молодежный такой вариант. Вот эта Молния Маккуин, она уже, типа, устаревшая модель, а вот та машина новая такая была. И вот это, можно сказать, наверное, мой был краш тогда, да? Как это сейчас говорится? По-молодежному. Ты самая пиздатая, блядь. Понятно вам, блядь? Уёбы. Да. Видимо, проводки отходят, потому что звук периодически глушится, иногда пропадает. Потрогаешь, и все работает. Странно. Очень странно. Так, ну давайте, наверное, вот так пусть будет.
Так, у нас нету спойлеров, у нас нет ничего такого пока что. Винилс. А, это. Не, я, наверное, не буду красить эту машину. Скидываемся Севе на наушники. Все, у нас будет черная машина. Типа прочитали. Типа все поняли. Так. Куда сейчас едем? Давайте вот сюда, перформанс шоп. Сначала Ленин монитор. Давайте одновременно. И Севе, и мне. У меня есть монитор, но он там получается проход. Он под старые системники. Вот знаете, такие, которые не HDMI, а как-то по-другому называется, короче. Я просто думала, он подойдет к моему этому, но оно не подошло. Потому что у меня нет такого разъема. У меня только HDMI. Horsepower equals speed, so bolt on everything you can. Right here is the place to do it. Nitrous is extra power stuffed into a tank, ready to explode when you need more speed. А если переходник посмотреть, есть DVI на HDMI. Ну, кстати, да, наверное, можно. В принципе, можно, да. Тогда скидываемся мне на переходник. Просто я не знаю, куда я этот монитор поставлю. У меня стол маленький. У меня тут, в принципе, есть где малыш вот лежит. Тут рядышком местечко есть. Просто это все двигать, конечно, это я вот не представляю. Неудобно будет. Мне надо, чтобы вот монитор вот этот вот прямо вот так был перед а не где-то вот там. Так. Неудобно. Отправь мне кальтик. Они рублей 300-500 стоят. Тогда скидываемся на стол. Нет, стол не надо. Это потом. Когда-нибудь. У меня еще кресло, еще уже малыш все разодрал. Я мечтаю о новом кресле. Так, ладно, вот это... Чтобы купить... О, давайте вот это купим. Ни хрена себе! Смотрите, как я прокачала скорость. Охренеть, вы видели? Если монитор с отверстием под кронштейн, то можно на кронштейне повесить. Нет, там... Он вообще старый такой. Ну, как-то, я не помню, фирма. Я потом, короче, его сфоткаю и во фритюрницу скину. Короче, скидываемся на стримерский кабинет, да. Котики любят драть мягкое, да. Так раньше он вообще этого не делал, когда я только-только купила кресло, он вообще так не делал. Почему-то вот в последнее время он вот так вот. Что за трещ? Так, давайте вот это купим. Ну, блин, у нас вообще машина с турбо-мега. А давайте еще вот это тогда купим. Ну ладно, так, я что хочу? Я хочу эти сделать. Бампера, блин.
Я, короче, хочу купить кресло такое, знаете, которое сетчатое. Вот. Оно, говорят, как-то более-менее, типа, не, не травмирует спину, или как это сказать. Просто вот эти, которые игровые, якобы игровые, да, вот эти гоночные кресла, как еще тоже любят прикалываться, они чисто тупо как маркетинг. В них нет ничего такого. Наоборот, от них спина из жопа отваливается. Я вот это уже поняла на своем опыте. Вот машина черная, а подсветка у нас будет красная. Видели, как я придумала, да. Так, вот сюда поехали на желтенькое. Так, погоди, желтенькое. Так что те, кто там начинают вот эти свои геймерские всякие, как это сказать, ну, сборку вот этих всяких геймерских штук, там, не знаю, как это еще. Короче, не покупайте вот такое кресло, вот, что я хочу сказать. Это просто херня собачья. Что-то круги навернули какие-то непонятные. Я боюсь этих гор. Там же на горе это жестко будет. А почему она все время меня учит? Она же уже это говорила. Она что, у нее амнезия, что ли? О, здравствуйте, здравствуйте, Флимбли. Здравствуйте. Я на фоне побуду, моя хорошая, готовлю. Окей, давай. Хорошо. Что там готовишь? Потом напишешь. Ой, так. Мы, как обычно, выбираем котенка. Сейчас, что там еще есть? Нет, котенок. Нифига вы с кальтиком. У вас миндальная связь лапкой. Так, ой, так что ли надо? Так, тут какого цвета можно будет? Давайте вот так. Вот пусть будет вот так. Так, вот здесь я помню брала какой. Сейчас в самом конце посмотрим. Синхронно. Да, синхронно. Картошку с мясом в духовке, пюрешку и котлеты. Как я хочу картошку. Я сегодня, короче, кушала на работе, на обед. Мы там коллега, короче, уговорила. Купили блин, я не помню название, короче, какой-то там зюнь-зинь-зянь какой-то. Это как типа лагман, типа жареная лапша, короче, там говядина и что-то такое. Ну, вкусно, да, но, блин, не знаю, как-то маловато было, что ли. 400 рублей еще там доставка. Не знаю. И там вот столечко, наверное, вот так положили. Я не скажу, что я прям обожралась вообще. Ну, было вкусно, да. Я люблю вот это всякое мясное. Вот. Шоколадку, кстати, я сегодня купила. Я забыла сделать отчет, сфотографировать. Я уже сникерс выбросила
упаковку от Сникерса выбросила в мусорку. Я хотела сфоткать, но что-то сейчас вот вспомнила. Такая думала, надо было, наверное, сфоткать. Ну ладно. Типа для отчета. Что вот все, что вы мне там прислали вчера, я вот не зря потратила. Я на эти деньги покушала. Помню мем по этой игре, типа есть два типа игрока. Одни, которые ставят котика на спидометр, и вторая половина, которые ставят какой-то другой популярный спидометр, забыл какой. Тоже хочу теперь пюрешку и котлеты. Я вот тоже теперь хочу. Чего, что за игра сегодня, если не тайна? Ну, этот написано же Need for Speed Underground 2. Это игра моего детства. Вот. Гонки, да, будут. Сейчас я просто чуть-чуть тюнингую свою машину. Кстати, здравствуйте, там те, кто на Ютубе. Господин. Здравствуйте. Ну и ник. Какая-то редкая неизвестная игра. Да вообще, первый раз вижу. Либо котик, либо орел. Орла, дракона, МБ. А я всегда вот котика ставила, я помню. Вот что Лена в 2004 году, что Лена в 26 году, ничего не меняется. Все равно ставлю котика на спидометр. Так, тут какое-то переливание в оранжевый, мне это не нравится. Мне хочется, чтобы она была полностью красная. Вот такое давайте мне. Ну вот мы из одного клуба. Так, сейчас минутку, мне там пишут. Все, понятно. Так. А ты что, тоже ставишь котика на спидометр? Если я читал провода чата, предлагать автору канала личную встречу, это не является запретной темой, если сперва кафе, потом комната, снимки на пару дней. Чего? О, Господи. Ладно. Если вы мне задонатите 20 тысяч, я подумаю. Так, ладно. Чё? Это что? Кабин неон? А где это? Я не вижу. Ой. Тут нету пока ничего. Это что? Цвет окон. Ну ладно, это не так уж важно. О, здорово. Здорово, Илья. Я видела, ты там в этот играл, в Лигу Легенд. Чё там, как? Всех победил? Так, ладно, вот это я, наверное, потом куплю. В принципе, вот эти прикольные мне нравятся. А это что? Так, гидралика нахрен не нужна. Минерс. Вау! Вау! Одна победа, одно поражение, так по кругу. Нормально. А чё я не... Вау! О май гад. А почему оно вот это вот так много? А почему вот это вот так? Ну, одна какая-то там 1.00, а это 0.90. Это что это? Что это значит? Мне вот это нравится. Вот это непонятная хрень какая-то.
Очки стиля. Интересно, а сколько это стоит? Вот это тоже, ну, хотя нет, это не очень. Не, вот это тоже не очень. Это просто, слишком просто. Тоже слишком просто. Это нет. Давайте вот эту. А, на 1000 стоит. Окей, хорошо. Будем копить. Все, я знаю теперь, на что копить. Это что? О. Логика пропала совсем. Как хочешь, если отмазки не настаиваю, если такое. Ну, блин, я думаю, это справедливо. Один странный запрос на другой странный запрос. Что я хотела? Я хотела бамперы сделать. А где это было? Где можно было менять бамперы? Я чуть не помню. Кальтик, ты не помнишь? Что какой-то странный чел на ютубе, ладно, я не буду просто внимания обращать. Так. Бодишоп. Сюда, что ли? Или это в желтом можно было поменять бамперы? Я что-то не помню, блин. Как быстро слить мужчину? Попроси у него денег. Так что, девушки, если что, пользуйтесь. Блять, мой этот азот. Привет, привет, Брайан. Я помню, тоже один чел, короче, ко мне все время подкатывал. И это... Блять. Как-то раз он все-таки, как сказать, смог мне отправить, короче, этот. Я попросила у него... Ну, он что-то там сказал, типа, что хочешь. Я сказала, типа... Ну, давай там пиццу там или еще что-то. Он такой, окей. И, короче, отправил мне пиццу через Дудо. Потом думал, что я дальше, типа, буду с ним как-то там общаться. Уже как-то тесно, наверное, думал, что я буду с ним общаться. Но шиш там плавал. Я просто всегда и никогда как-то тепло там или еще что-то не общалась. Всегда холодно, короче, вот. И потом я как-то написала, типа, хочу пиццы. И он такой, поздравляю. И я такая, нихуя себе. Короче, в итоге чел слился. Недавно, короче, я выкладывала в сторис в телеграм-канале, в своем телеграм личном. Оказывается, он меня не удалил, и он постоянно, короче, смотрит мои сторизы. Он не удалил у меня из контактов, поэтому я сейчас нигде не свечу свои контакты. И чтобы мне написать в личные сообщения в телеграме, короче, надо заплатить 13 тысяч рублей. Я это сделала специально, чтобы вот всякие вот такие челики всякую чушь не писали, короче, и не надеялись там на что-то. Вот. Это не из-за того, что я какая-то там корыстная, да, там типа деньги. Нет, это чтобы вот такие вот, если хотите написать, платите деньги, вот. И просто такие люди сразу будут сливаться, вот если там что-то такое спросишь там или попросишь, то все. Ну и вот недавно вот он увидел мою сторис и написал, короче, мне сообщение. И я такая, блять, опять, короче. Ты же вроде растворился. Чё ты опять появился-то? И, короче, я его сообщение удалила, я ничего не стала ему писать. И потом сразу же я вот эту функцию, короче, сделала, потому что мне это надоело, вот реально.
всякие пишут постоянно вот эту вот какую-то чушь. Не получилось подкупить. Так он еще до этого прям мне там чуть ли не какие-то эти обещал. Он еще, наверное, Эллен помнит эту ситуацию. Он, короче, он сам в Турции сейчас живет, и вот он мне сказал: а если я куплю тебе билет в Турцию, типа туда-обратно, ты приедешь, короче? Пиздец, да? И типа то, что... как его... Блин, мысль потеряла. Вот эти челы, которые думают, что с ними лягут в постель за еду. Да, было. Да, вот. Трэш. Да, вот, вспомнила, да, что он обещал. Он, короче, не обещал, а типа знаете, такой выебывался, типа там: а где у тебя там Соколов, короче, находится? Я хочу тебе там что-то до 10 тысяч рублей подарить. Короче, типа украшение какое-то драгоценное. В итоге он нихуя не подарил, блядь. Обещать некоторые могут что угодно, но потом ничего не делают. Ну, да. Блядь, если ты собрался что-то делать, ты будешь это молча, блядь, делать. Цветы дарить молча, доставку делать молча, просто там, не знаю, конечно, как ты узнаешь адрес, это вопрос, да? Ну, блин, я читала недавно, короче, типа вот есть же Твиттер, только это не Твиттер, а Threads называется, короче, приложение, и вот там... парень, короче... или это я в рилсах нашла, я уже не помню, в общем, неважно. И там, короче, парень, он связался с магазином букетов просто букетов цветов. И такой, типа, вот, хочу вот этой девушке, он скинул, короче, ее аккаунт, хочу вот этой девушке подарить цветы, но я не знаю ее адрес, короче. А написать он ей спросить боится, потому что, это, наверное, будет не очень, да, типа спрашивать у какой-то незнакомой девушки адрес, типа ее, это же странно, вот, и он сказал, типа, я вот не знаю ее адрес, пожалуйста, типа, отправьте ей цветы, вот, типа, в знак, там, моей, от меня, короче, типа, там, и вот эти цветочный магазин, они связались с этой девушкой, и они уже там, типа, спросили у нее адрес, все такое, и отправили вот ей цветы, и передали то, что это вот от этого челика, короче. Вот это я, блин, понимаю, вот это цель, да, и как-то обратить на себя внимание, и вот сделать какой-то такой поступок. Даже вот ты хочешь сделать девушке приятное, но ты не знаешь, где она живет, но ты вот как-то вот так стараешься сделать. Они как-то, знаете, вот это кринжово как-то, типа... Вот там, я тебе заказал пиццу, все, давай там, типа, жестко общаться в ЛС. Че там со мной жестко не общаешься, там, приезжай давай ко мне в Турцию за пиццу. Ой, блин, капец. Он пытался, и да, это не деньги. Кто хочет, тот решит все. Да, так и есть. Если ты хочешь, типа, тебе девушка понравилась, ты, блин, не знаю, наверное... это я просто так сужу со стороны, да? Я-то не знаю, я в голову-то парням не могу залезть, да, там, управлять, что я не знаю, как они там вот это вот думают, логически как-то там рассуждают, я не знаю. Просто со стороны девушек я вот говорю вот вам, парням, что если вы как-то хотите... то добиваетесь, да, но делайте это как-то аккуратно и какими-то вот такими сюрпризами, типа, а не там обещаниями какими-то, еще что-то там. Это вообще Ты сначала вот это сделай, а не обещай. Лучше вот сразу реально сделать и все. А не вот говорить, я тебе там вот это куплю, я тебе там то куплю, а потом такой и растворился, блядь. А девушка потратила, блин, на тебя свое драгоценное время. Ой, господи. Вот. Так, сейчас будем, короче,
А будем сохранять этот... Тойота, вот это вот. Или нафиг это надо? А что нам нравится? Нам, наверное, нравится... Что... Вот, я раньше, кстати, вот такое всегда делала, я помню. В детстве. Ну, вот это прикольно вроде. Блин, оно стоит 1000, что ли? А у меня не хватает денег, оказывается. Кек. Ну ладно, тогда этот... Будем знать. Так, вот это стоит... Ага, все понятно. Ну, будем брать, наверное, все самое дорогое. Стараться брать все самое дорогое. Просто еще что хочу сказать, то что девушки любят эмоции, вот. Даже не важно, там букеты цветов, всякие подарки, там еще что-то. Девушки любят эмоции и этот комплименты там частые, вот. Эмоции в плане то, что там, не знаю, если вы в одном городе, это, конечно, легче. Типа там отвезти ее куда-нибудь, показать красивый закат, там, не знаю, посидеть там, встретить рассвет, там еще что-то, не знаю, короче, ну вот что-то такое вот, чтобы запомнилось, чтобы впечатлило, типа вот так. А там от себя какие-нибудь эти подарочки, там, небольшие, какое-то внимание, там, не знаю. И слушать надо еще девушку внимательно очень, что, о чем она там мечтает, что она хочет тоже, и как-то придерживаться вот этого, и потом выполнять вот это, то, что она там... Как вот был же фильм... Блин, я не помню, как он называется. Короче, там про мужика, который когда занимался каким-то активным спортом, он стал инвалидом, короче. И к нему пришла девушка-сиделка молодая. Он сам тоже молодой этот был мужчина, вот. И они как-то так сдружились, она ему там все рассказывала, типа, вот, что она любит, что она в детстве любила. И вот она ему рассказала то, что в детстве, она когда была маленькая, она мечтала о полосатых колготках в черно-желтую, короче, расцветку, типа, как у пчелки. Она, типа, когда увидела это в детстве, она их так полюбила, и она их так хотела, но не могла их приобрести, короче. Вот. А у нее до этого был парень, точнее, есть парень у нее, вот, и вот тот ее парень, он ее как-то не вдавался, короче, в ее жизнь, не слушал, вот. Ну и когда вот наступил ее день рождения, угадайте, что подарил тот мужчина ей. Верно, он подарил те самые колготки в черно-желтую расцветку. И она так радовалась, она была так счастлива. Я вот когда смотрела, я так счастлива была и так рада, как будто эти колготки мне подарили, как будто вот меня послушали, типа меня выслушали и подарили мне тоже вот эти колготки. Вот. А вот ее парень, то, что вот он ее не слушал, типа никогда там не обращал на нее какого-то внимания, да, он ей подарил кулон со своим именем, блин. Со своим именем Карл. И она так увидела, типа, и такая, типа, сделала вид, что такая, ну, радуется, там, типа, спасибо, спасибо. А потом, когда вот этот мужик ей подарил эти колготки, она такая счастливая была. А этот парень ее такой стоит и такой, типа, что? Колготки? Типа. Вот. Это вот, когда я недавно во фритюрнице же писала, что я мечтаю, типа, о кукле Братц. Типа вот, это мой незакрытый гештальт. И вот если, например, кто-нибудь мне подарит куклу Братц, да, там, я буду такая счастливая. Ну вот это вот, типа, пример, вот, то, что когда девушку слушаешь, там, прислушиваешься к ней, там,
хочешь ей сделать приятное, вот, и неважно, поэтому неважно там какие-то драгоценности или цветы, главное девушку выслушать, и вот можно даже вот из детства что-то вот как сказать, запомнить и вот это как-то осуществить вот это ее желание, да. Записывайте, кукла братца. Тогда вам точно не стоит слушать, как оно с другой стороны. Как оно с другой стороны? Давай, расскажи. Мне интересно послушать. Давай, начинай. Давай, нападай. Послушай внимательно. Дурдом сейчас происходит. Какой дурдом? Так. Я так маме дарила иногда всякие штуки дешевые, может быть, но те, про которые она упоминала как-то давно. Ну да, это... Я же... Что хочу сказать? Просто девушки, вот как некоторые же парни думают, что, ой, девушки меркантильные, девушки там то, там все. Блин, вы просто слушаете девушек, что они хотят. Они не хотят там какие-то дорогие машины, дорогие украшения, там какие-то дорогие цветы. Это все просто так. Не знаю. Вот нет, просто лично мне вот этого не надо. Если бы мне это надо было, я не знаю, я бы сейчас тут не сидела, наверное. Я бы уже давно где-нибудь там, у какого-нибудь папика на шее сидела, наверное, бы. Какой-нибудь содержанкой была бы, если бы мне это надо было бы. Ну, я не хочу сказать, что прям все девушки такие. Ну, есть, конечно, кто вот, ну, любит такое, да. Ну, я не говорю, что прям вот все какие-то там меркантильные, это плохие, нет. Но не во всех прям случаях, все же люди разные бывают. О, здравствуйте, Warrior, здравствуйте. Вот как захожу, точнее, одновременно стримлю на YouTube, это приходят другие люди. Да, разные у меня у знакомых тяжелые случаи были, хотя и когда все хорошо, тоже есть. Не, ну я не спорю, все люди разные, просто я же говорю, что вот лично для меня это для меня это не важно. Ну, у всех разные, да, вот эти, как, принципы, да. Просто вот почему я так говорю, то, что вот тот чел, он так сказал, то, что давай, типа, если я куплю там билет в Турцию туда-обратно, ты приедешь, типа, вот так вот. Это, знаешь, это такой намек, что я какая-то, не знаю, это звучит очень оскорбительно. Как будто я какая-то там ПР. Типа вот. Да, конечно. Давай. Обязательно. А что тебе еще потом сделать? Я чисто из-за денег встречаюсь. Ой. Да, как приедет в Питер, будет ждать куклу. Мне YouTube всегда удобнее, Twitch не очень люблю. У меня так тоже кое-кто говорил, но сейчас жестко на Твиче сидит. Блин, мне так нравится, что у нас игра просто как на фоне. Yo, dude,
Так, ладно, давайте гонять гонки. А то сейчас люди, наверное, те, кто хотел посмотреть на гонки, зайдут, а у нас тут не гонки, у нас тут какая-то хрень. На ютубе вообще никакущий чат. Там не то, что никакущий чат, да там еще задержка и качество хреновое. Я не знаю, как там люди, конечно. Ну, это дело каждого. Кому где удобно, я не спорю. Игра чисто на рабочем столе, заставка. Да. Не знаю, о ком ты. Да, не знаю, да, тоже не знаю, о ком это я. А чё мне сзади-то показывают стрелки? Блять. Разговоры на кухне, да. Давай ты купишь билет в Турцию, и я с тобой поеду. Хорошо. Обязательно. Вот они, нынче, современные мужики. Так что я сейчас вообще ничего не хочу. Я живу для себя. Я сильная, независимая. Вот. Мне вот эти проблемы с вашими вот этими отношениями сейчас нафиг не нужны. Мне и самой одной хорошо. О, господи, как много там написали. Так, игра идет на задний фон опять. Давайте вот так, чтобы красиво было. Так вот. Есть знакомый, ну точнее был, не знаю, давно его не видел, уже примерно он так все и делал, уделял внимание, дарил, что она хочет, а потом пить начал. Я уже тогда переехала, соседка говорила, что он накоманился. О, господи, хотя тут сложно понять, что она им имела в виду, потому что для нее даже вейп уже оно самое. Ну, да, тут просто дело в том, чтобы было это взаимное вот это все. Это-то понятно. Потому что что бы ты ни делал, да, как бы ты ни уделял внимания, там, как бы ты ни слушал, там, еще что-то, если нет какой-то взаимности уже, типа, там, ну, ты хоть провались там под землю, хоть ты там душу дьяволу продай, все равно ничего не получится, если нет взаимности какой-то. Изначально, если нет взаимности. Просто если ты девушке нравишься, то она будет как-то с тобой, да, идти на контакт. Но если, даже если ты ей нравишься, все равно расслабляться не надо. Понятно? А то вот это вот начинается, типа, как девушка тоже высказала свои чувства, и все, и он такой сел и такой сидит, все, типа, я ничего делать не буду, бля. Ага, потом удивляются, что это девушки их бросают? Действительно, что это? Не, я-то могу, конечно, еще не рассказывать, там и жестче есть, но думаю, тут не стоит. Не, ну ты расскажи, интересно же, что такого? Что так сложно? Да нет, вообще это не так уж прям сложно, просто люди, конечно, сами усложняют как-то вот эту всю историю, но да, надо просто конечно, быть как-то попроще, возможно. Ну, блин, я не знаю, просто Просто обидно, когда вот ты с человеком встречаешься, да, вроде как когда ты ему тоже раскрыл какие-то свои чувства, да, вроде, ну, у вас поначалу-то все вроде как нормально было, а потом что-то вот начинается какой-то холод, что-то там как-то вот эти обещания, которые были, они как-то уже не исполняются, и как-то все
все больше и больше как-то ты от человека начинаешь отдаляться. Точнее, ты к нему уже привязан, и это тяжело пиздец, потому что ты к человеку привязался, а он, возможно, этого и добивался, чтобы к нему привязались, да? Потому что тяжело же от такого человека потом это. Особенно некоторые, наверное, парни думают, вот, чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей, да? Но нет, так не бывает. Ай. Ну, просто не знаю, это же не должно работать как-то в одну сторону, да? Я не защищаю девушек, да, девушки тоже бывают такими. Они тоже иногда включают какую-то снежную королеву, типа там и все такое. Просто если вы в отношениях, вы должны вместе как-то это все, да? Как вот играя в теннис. Вы же, когда в теннис играете, вы же вдвоем же, типа, отбиваете этот мячик, да? Или вы в одну сторону, только в стену, типа, отбиваете? Ну, хочется же как-то, чтобы вместе, да, вот это вот происходило. А то, если только от одного человека это все идет, но это же ни к чему потом не приведет же, правильно? И это не важно, какой пол, там парень, девушка, не важно, потому что, да, мы все разные, и от каждого должны какие-то быть эти усилия. А то, если только от одного, ну, это я считаю, это нечестно. Вот. Что там? А вот опять же, есть друзья, но это мои друзья. Они-то там муж и жена орут, подкалывают друг друга, ощущение, что всю жизнь вместе живут. Качельки бывают. Ну, вот типа, да, качельки всякие. Просто почему нельзя просто как-то быть вместе, друг друга поддерживать, быть командой, блин, ёлки-палки. И чтобы это не отходило только от одного человека, исходило точнее, а чтобы как-то вдвоем, да, вот это вот старались. А то вот один человек только там ездит, да, к другому в город, блядь. А другой просто такой, типа, ну, не знаю, может быть, в следующем году приеду. Блядь, спасибо. На тебя, блин, деньги тратишь, а ты нихуя ни в какую не это. Ну и пизду тогда. Есть одна тетя, выходила замуж, чтобы какой-то другой мужик заревновал. В итоге развелась на следующий день, на третий раз уже на несколько лет женилась, но у нее такой характер, это прям ЧСВ-ЧСВшная. Мужик тоже пить начал много, а потом сиганул с 8. О, господи. Ужас. Сейчас посмотрим, какая тут скорость. Блин, капец. Мы играем в машинки и это обсуждаем жизнь. Не, мне нравится, мне все нравится. Что-то мне все равно не хватает, смотрите, скорости. Да? А чё у меня телефон отключился? Ладно. Не, у меня все равно не хватает скорости. Окей. Я не знаю, что тут надо, блин, делать. Надо, наверное, жестко прокачиваться. Так, сейчас, минутку. У меня что-то телефон отключился, блядь, заебал. Я для себя усвоила, что надо быть честным, разговаривать, не замалчивать, если что-то не так. Так и есть, потом нарастает это все. Ну да, правильно. Нельзя умалчивать, надо всегда разговаривать, всегда общаться, если что-то не так. Это, я считаю, здоровые отношения. Вот. Да нормально, я сегодня полчаса кинетика срала вместо фазма. Нормально, это классика. Ну вот, видите, у нас зато есть какая-то тема. Вон даже Брайан присоединился, а то все время молчит. Даже вон разговорили. Ай, так, куда поедем, а? Давайте вот сюда. Похер, что там будет. Сложно, не сложно. Чё, мы боимся, что ли?
Нам надо деньги зарабатывать, мне надо бампера делать. Вот у меня машина страшная. Ну не страшная, а это... Но я, наверное, на ней узоры никакие рисовать не буду, что-то мне не хочется. Вот, с подсветкой, с бамперами, я думаю, будет нормально. Это такой, знаете, минимализм. Вот тут. Блядь, сука. О, Господи. Жесть, это что за кишечник какой-то? А что здесь? А, блядь, тут те, кто... Блядь! О, сука, догнал меня козел. Сколько у него там? А, ну не, ладно, тут рестарт, наверное, потому что там что-то я вообще жестко отстала. Так. Надо, короче, стараться в стены не врезаться. Я вторая пока что. Да, блядь, сука, третья. Поэтому я больше ни к одному не езжу, так как оказалось, что провел время чисто для себя. Ни к одному. Главное помнить, что лучше сразу купить 2 порции картошки, а лучше 3. Вот таких людей, да, Давай как... по новой, Миша, все хуйня. Вот таких людей, да, как мы, всякие эти, которые издеваются, ну не издеваются, это, короче, не пользуются, как сказать, ну, наверное, пользуются. Типа из-за таких, блядь, из-за таких людей пропадает доверие к другим людям, да, а другие люди-то при чем, по сути? Типа я вот сказала, да, что не буду там ездить больше никому. Ну, по сути, другой человек же, блядь, не будет в этом виноват. Ой, господи. А-а-а. Блять, меня догоняют. А, меня догнали жестко. Ну, что-то не получается нифига набрать. Я вообще отсталый. Жестко отсталая. А, ну и отношения отвлекают, поэтому я сейчас ничего не хочу вообще. Типа начинаешь думать об этом человеке, зацикливаться. Мне это сейчас нахрен не надо вообще. Я устала от этого всего. Если
Если это ни к чему серьезному не приводит, то зачем терять на это время? Я так считаю. Не знаю, как вы, конечно. Ну, когда тебе под 40 лет уже почти, я думаю, тут просто так за ручку погулять, походить, ну, не знаю, это уже не мое. Мне не 15 лет. Так, ну вроде этот набрали чуть-чуть. Бля. Как думаете, догонят? Так, 49 у меня. Блин, этот догоняет меня, тварь. Смотри. Блин, этот роб тварь такая догоняет меня. Он меня жестко догнал, смотрите. Вот же тварь. Мразь. А, не, я уже все, короче, ладно. Мне надо, любите меня, если что, я свободна дама. Только что про закаты говорила, короче, рецепт берете, брат, заказываете в тайну цветы, такси, закату, и там встречаете, и за ручки не трогаете. Сразу типа этот. Детей хочешь? Жениться хочешь? Если все это хочешь, то let's go. Камон. Мне вот эти вот ваши просто там подружить не надо. Я уже женщина не молодая. Не надо уже это думать. Ну, не прям про детей говорю я, а то, что это как-то, не знаю, уже посерьезнее думать, наверное. Ну, блин, не знаю, это я как-то хожу, возможно, это постарчески, да? Типа часики тикают там. Мне как-то уже хочется, знаете, какого-то типа своего человека там. Мне вот, когда я последний раз вот работала, где в кроссовках, мне там, короче, чел сказал, что может тебе не надо вот этого такого, знаешь, как ты, типа, ну, который играет в игры там, а такого, знаешь, обычного мужичка, типа, там, который придет такой с вахты, там, с завода, а ты такая ему что-нибудь там приготовила и встречаешь, короче, его, типа, с едой. Может, тебе такой нужен, типа, говорит. Я такая подумала, ну, не знаю. Типа, говорит, вот, ты будешь... Он же не знает, что это такое, что это за сфера, да? А ты будешь ему об этом рассказывать, типа, ну, это же интересно. А он будет тебе там рассказывать о себе, там, что у него там произошло. Типа, ну, прикольно же это, говорит. Я такая, ну, не знаю. Я все-таки хочу, чтобы какие-то там у нас интересы совпадали. Да, вот типа перископа, да. Все-таки хочется, чтобы этот вот вместе играть там, чтобы он как-то хоть немного понимал. У меня мечта это иметь комнату, где вот мы вдвоем там сидим и играем. Ну, он там в свою игру, например, да, тоже играет. Я там в свою какую-то. Я просто, наверное, насмотрелась этих всяких рилсов. Там, где парочки, типа, сидят, и у них там эти прикольные комнаты такие. Просто в какой-то этой
ванильной мечте, наверное, живу. Ну, у меня почти так было. Просто это не прям так, конечно, красиво. Типа, чтобы был там один стол такой огромный, 2 компьютера мощных, таких нормальных. У бывшего молодого человека был, блядь, ноутбук. Вот. Ну, ничего, мы играли вместе тоже. У нас как-то очень много было всего общего. Блядь, этот козел меня жестко догнал, блин. С Кирали он вообще набрал так много. Ну, 64 ГБ, ДДР, лучше же, чем цветы. Ай. Сразу с тетечкой из ЗАГСа штамп ставить и вперед детей делать. Да. Так, если он в этом не шарит, это комп починит, если что. То кто комп починит, если что? Ну, я про чё и говорю. Это что, мне надо будет там, что ли, разбираться? Я же девочка. Ладно, шучу. Научишь его в лигу играть, и больше ничего не надо, пусть он деньги зарабатывает. Да. Я вот, например, не могу, когда в комнате кто-то есть. Хорошо, Никита. Спасибо, что сказал. Пара, с которыми я жил в МСК, съехались на фоне любви к Вархаммеру и аниме. Ну вот, мило же. Блин, я все равно не могу вот с мужиком, который вот даже моего возраста, да, ну, может, чуть постарше. Ну, хотя, нет, не так. Который на 10 лет меня старше, да, и он, например, тоже там, даже вот, может быть, в игры играет, да, но он меня на 10 лет старше. Все равно этот человек для меня как-то, не знаю, как будто взрослый, что ли, слишком для меня. Ну, там, ладно, хотя бы на 5 лет, может, старше. Там, это ладно. Ну, не на 10 лет, наверное, не знаю, короче. Ну, я себя каким-то этим ощущаю, как ребеночек какой-то маленький. Хотя нет, я неправильный пример привела. Нет, я себя вот, когда мужик меня там старше, даже на 5 лет, и он не играет в игры, да, например, вот так, но он там типа какой-то там жесткий там работник такой, там такой жесткий мужик, да, ну такой прям батя уже, ну не знаю, я себя вообще не представляю рядом с таким мужчиной, не знаю, я сама как подросток, блин, какой-то ну, имеется в виду, что выгляжу как подросток. Не знаю. В цивилизацию вместе гамали. Я 10 минут не могу найти зажигалку для плиты. Он заработает деньги и вызовет мастера. В чем проблема? Бери юного скуфа. На самом деле это проблема массовой культуры. Книги, фильмы, сериалы, мультики навязывают идеальную картинку, которая в жизни не существует. Ну да, типа навязывание, да, ты права. С одной стороны. Эх. Поэтому и не можем найти типа друг друга. Потому что там представляли в себе в мыслях кого-то идеального, да? Мы же никто не идеален же, правильно? Как я до этого говорила, что отношения это как работа. Блять, они достали меня догонять постоянно. Быстрее забирай юзлиса. Не. Это все шутки. Блять, идите нахер, короче, с этой гонкой вонючей. Не. Это я так просто прикалываюсь. Не, он слишком
еще маленький для меня. 13 лет разницы, вы что, гоните, что ли? Не. Я поэтому говорю, вот, если на 10 лет младше, это нет. Или на 10 лет старше, это нет. Максимум, если на 5 лет старше, или максимум, если на 5 лет младше. Все. Ни больше, ни меньше. Мне не надо вот это. И не хочу уже с молоденькими мальчиками. Мне это не надо все. Я не хочу. Мне нужен более ответственный, думающий. Ну, я понимаю, что, конечно, возраст не говорит о том, что там, если парень молодой, и он там типа неответственный, да, также могут быть и мужики в возрасте неответственными, вот. Я не про это, а то, что... Ну, короче, вы поняли. Блин, все, идите нафиг. Мне надо в гонках надо, кататься надо, в гонках. Потому что работать над отношениям нужно в любом случае, как бы вы сильно не любили друг друга и как бы хорошо не подходили друг к другу. Да, так и есть, все правильно. У меня есть хороший знакомый, работает симпатичный, не бросает в беде. Ага. И кто это? А то при первой стычке, расходу, буре эмоций, отстаивание своих позиций и не слушание другого, все. Ну, типа на компромисс надо как-то более-менее. Ну и да, слушать друг друга надо обязательно. Добрый вечер, добрый вечер. Старого рекомендуешь? Бери. Так, на 8 лет же меня младше. Я же говорю, на 5 лет, если младше, то нормально. Пока он тепленький. Ага. Ну, не знаю. Мыслит как 50-летний. Взрослый. Понятно. А где эта хрень? Да блин, опять этот кишечник. А, ну тут хотя бы нет этого. Умрите, люди! Блин, те, кто зайдет посмотреть на Need for Speed, а тут девушка о жизни болтает. Я такой, чё за херня? Дизлайк. Да блин, ты козел вонючий! Машина твоя дурацкая. Ну, сегодня на работе вообще достаточно тихо было, вообще прям, я даже не ожидала. Ну, надо дорожить этим временем, потому что скоро, наверное, так тихо уже не будет. Кровосися, 300 лет не скуф. Кровосися. У меня не закрытый гештальт, это иметь эмо-боя. Эй, скейтер, мальчик, летний ветер, порванная кепка, куртка анарок. Эй, скейтер, мальчик, летний вечер, укроти меня на вечер.
свой заброшенный скейт-парк. А чё у меня теперь не загружается ничего? Гонки бы увидеть, как телепортируется. А чё, у меня ошибка, что ли, на этом, на Твиче или чё? А, нет. Это просто у меня, да, как обычно, все через жопу работает. Короче. А почему мне все равно скорости не хватает? Я не понимаю. Я машину поменяла, натюнинговала ее вроде как. Да блин, вы что делаете? Ай. Наверное, я не догоню его, да? А может, догоню, сейчас посмотрим. Может, он там врежется? Ну, не надо вот этого, пожалуйста. Блин, опять комар сзади. Ну, хорошо, так о жизни поболтали. Мне нравится такой формат. Блять! Как это так кушать хочется и не хочется? Недавно же это Марк смотрел Анастасию, да? А я-то песню недавно вспомнила оттуда. Почему я в прошлый раз на стриме-то не вспомнила про нее и не спела? Ну, у меня, конечно, не так уж прям хорошо получается, как мультики. Просто если с душой петь, там вот прям хорошо так получается у меня. Просто если я сейчас с душой спою, вы оглохнете. Ля, такая история была. Короче, со мной флиртовала женщина под 40. Она думала, что мне где-то 30. А когда узнала, что мне еще 23, она сразу перестала. А ты был не против, да? Чтобы с тобой 40-летняя женщина флиртовала. Вот я сижу и... Ой, блядь. Сижу и думаю, как это так. Пропустила гонку. Врежьтесь, а, пожалуйста, спасибо. И умрите. Осуждаю. Сейчас сама так врежусь, наверное. Вот этого козла надо догнать. Почему он так хорошо играет, а? Почему так хорошо ездишь? Кто ты? Что ты? Что ты такое? Да хватит, придурок. Вот тот вообще не врезается. Ты посмотри на него, а. Вообще не врезается. Вот эти какие-то придурки, как я, а вот этот вообще нормально так играет. Я не могу. Левая рука чешется. Левая рука чешется.
Оказывается, тут карта этот дополняется, да, открывается, как в GTA. Я, походу, здесь первый раз езжу. Тут, наверное, сейчас будет жестко, конечно. Там на прошлом стриме чел писал, что здесь на горах очень сложно, типа. И вот буквально пару дней назад познакомился с женщиной лет 35, и в этот же день пошли с ней пить. Та тоже думала, что мне 30, но правда ее не смутила. И мы еще на следующий день сидели пили. Прикол. А ты что, старый выглядишь, что ли? Я сейчас вообще ни с кем не общаюсь. Вообще ни с кем. И не хочу вообще ни с кем общаться. Это опять спринт, что ли? Да елки-палки, да вы задрали. Да у меня не хватает скорости для этой херни, блин. Поехали сюда тогда. Где есть нормальная гонка? Без вот этих кишечников, без вот этих спринтов. Просто обычная гонка. Вот так вот, типа, ездить. Где? Иди в жопу. Пожалуйста, без кишечника. Нормально. Yeah, baby. This here is the downhill drift, and it don't play. In this drift, you're gonna be slipping and sliding down the mountain. That's right. You start at the top and work your way down to the bottom. It's gonna be coming at you hard. So like you heard before, speed, steering, and handbrake are all gonna play huge here. Now just make sure you don't nail traffic, because the locals ain't gonna be in on the news, so they're bound to get in your way. At the same time though, when these fools come up on you, get up as tight as possible on their cars like you're their second skin. Because when you slide up on them, Блин, как же раньше эта игра выглядела очень круто, да? And of course, speed keeps your multiplier up. So you Когда want ты that маленький, baby as ты high такой as it'll go. впечатлительный. Keep them points popping off right. Now that you Сейчас know what you're сложно doing, этот just jam the throttle to the впечатлиться. floor and go big. See you at the base. А чё, я одна? А, тут опять что ли какой-то этот набирать. Ой. Ай, блядь, пизда. Ушами. А, я не знаю, как это. Так. Опять что-то. Ой. Too slow пишет. А как тогда? Так, ладно. Блять, конечно. Да схерали у них 40-то. Да идите нахер, блядь. Чё за гонки, блядь? Где нормальные гонки, блядь? Чё за хуйня вот это вот? Извините, что я матерюсь, меня это уже заебало, блин. Где нормальная, блядь, вот эта вот трасса? Чё за вот эти опять набирания вот этих ваших поворотов ебучих, блин? Вот эти спринты, блядь. Где нормальная гонка, блядь? Я уже психовать начинаю, блин. Мне вот это вот, блядь, копление вот этой вашей хуеты нахуй не надо сейчас. Вот. Меня уже до злости аж. Я уже не могу, уже материться хочется.
Вот так вот нельзя ездить, вот так вот и гонять. Чё это, блядь, за хуйня, блин, вот эти набирания, блядь, каких-то этих, блядь, баллов ебучих, блин. Мне это нахуй не надо, блядь. Где нормальная гонка? Сука, я такая злая сейчас буду, блядь. Все время, когда вот я так ругаюсь, малыш этот встает и думает, что это я как будто на него ругаюсь. Пожалуйста, можно мне нормальную гонку, без всякой хуйты? Наконец-то, блядь. Так, я вес поднабрал, не стригусь, не бреюсь, вот и выгляжу, походу, на 30, соскуфился, получается. Ну, и это привлекаешь внимание вон взрослых женщин. Так, сейчас минутку. Я кое-что сделаю. Вот так, давайте сделаю. Так, я хочу включить музыку. Она у меня закончилась. You say you miss the version I was, like she didn't outgrow the room. You still talk like you Чуть know потише надо сделать. Все, погнали. I changed the way. Наконец-то гонка. Хоть деньги сейчас заработаю какие-то. Интересно, а тут если этот... Обязательно надо проходить все гонки, чтобы пройти игру? Или не обязательно это делать? Или можно парочку там как-то поиграть и все? Давай. Хотя бы хоть так. Наберем скорости, блядь. Сука, отсталая жопа. Давай. Вот в гору, блин, вообще трудно подниматься, реально. Блядь, эти повороты, блин, вообще. Надо на карту еще смотреть тоже. Параллельно. Хотя бы предугадывать. Пизда. Не, ну я отстала, походу. Слушайте. Ла-ла-ла, ла-ла-ли, али-ла-ла. Shit.
Сука! Сдохни! Я просто хочу только по трассе ехать, а то вот это вот без асфальта вообще как-то нереально. Блин, этот козел догнал, блядь. Догоню, тварь. Догоню. Я догоню. Догоню тебя. Козёл. А. Так. Не-не-не-не-не-не-не. Иди нахер. Ну нахер вас кусала. Так, это только первый круг был. Пиздец. Это пиздец. Блять, сука, вот это неправильно было. Эрон-дон-дон. Врежьтесь. Ой, блин, что мне так смешно стало. Иди нахер, а? Сзади там пердит. А, блядь. Нет, иди нахер! Иди нахер, я тебе сказала. Так, тут очень крутой поворот, аккуратно. Там надо вроде очки набрать, чтобы тебя допустили к финальной гонке локации. Но могу ошибаться, так как играла 1000 лет тому назад. А, нифига. Crazy Frog в голове заиграл.
Как раз завтра отпуск начинается. Пойду бабулек, фарабулик соблазнять. О. Ну, удачи. Что я могу еще сказать? Как там было? Блин-дин-дин-дин-дин-дин. Streetcar Magazine's reps are scoping around, so look sharp. Так. О! Фотка. Так, тыша есть у меня уже. Тойота. Так, все давайте все, кто есть, быстро, одновременно сказали Тойота. Блять. Ёбаный автобус. Toyota, Так, Сева молодец. Toyota, Молодцы. Никита, Стас, Гена, Идюша Метелкин. Первая на, да. Toyota, Тойота. Же у нас Тойота. Тойота. Toyota, Блять, ты чё, дурак, что ли? Так, что это? Ой! А, блядь, это еще... Вы чё? Смотрите, они меня троллят. Это еще и на время, блин. Вот суки. А где она, эта тварь? Блядь. GPS давай, блин. Конечно же. Как я там, я не знаю, как... Ни хрена вы, конечно, придумали. Ну там вид, вы видели, какой там вид? Вот это да. Пу-пу-пу, да, пу-пу-пу. Подрезал меня и сам попал. Пиздец. Я убила людей. Да пройти бы вот эти игры, да? И потом как-нибудь да пройти этот Призрак Цусимы. Но мне прям так хочется доиграть Resident 2, вот этот классический, который вариант. Мне прям так нравится. Я просто думала, что я из-за управления, короче, не буду продолжать играть. Типа, я думала, это будет как с Silent Hill'ом первым. Потому что Resident 2 там же на PlayStation 1 же выходила эта игра, да? Как и Silent Hill 1 тоже на PlayStation 1. Вот. Я когда в Silent Hill в эмулятор играла, это был такой ужас просто. Бля, у меня осталось 40 секунд, оказывается. О! Блядь, да чё такое? Нет, нет, нет. Почему я пропустил? Не пропустил. You got first place in the big prize. You just made it onto Streetcar Magazine. This isn't trend, this isn't hype. This is where you feel inside. Блин, писать хочется. Stay for second views. I leave you wanting what you lose. Custom seems no replica. Ой. This moment isn't built for
Так, а где тут красивый вид можно? А почему только сзади? Машина смотрит на город. Да. А, во. Давайте... Нет, что-то как-то... Ну-ка. Так, нормально? Покушали? Что покушали? О, давайте вот так, там как раз самолет летит, прикольно. А, блядь. Самолет Понятно вам, блядь? из-за этих букв вонючих. Уёбы. Уёбы. Ай, блин. Ай, блин. Приколы. Почему не зайдет? Почему ты так уверен? Ладно, я его тоже использую. Охренеть, тут улетел, блин. Что за машина у него, интересно? Ебать. Блин, по встречке ехать, конечно, вообще пизда. Лучше вот сюда перестроиться. Что я уже какой день хочу этот посмотреть, Форсаж первый и Токийский дрифт. Я никак не соберусь. Да ну иди в жопу. Нюхай бейбру. Пу-пу.
Давай, 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 давай. Есть. Так, что там пишете? Я кушала купату из индейки, хлебцы с творожным кремом и томатный сок, смешанный с клетчаткой. Ну, звучит вкусно. Что такое купата? Посмотри, котлета. Что? Ебать, ты умная, оказывается. Ну, в целом, да, котлета, выглядящая как сосиска. Ой, с сыром, а не кремом. Котлета в кишку завернутая, типа колбаски. Кишку. Прям. Супра. Там у кого-то была Супра. А у нас что? Правильно, Тойота. Так. Что нам надо? Давайте вот на все вот эти. Toyota. Да, правильно. Так, сюда едем. Сколько сейчас время? Что я... Так, сейчас время быстро чекну. О, нам где-то осталось час с вами. Так, что здесь? Нормально. Господи, там тут страшно. Надо этот прокачаться жестко. Они прям сразу на старте используют азот. Так. Ну, я его догоню, мне кажется, он какой-то это... Ух ты. Видали, да, как хуже. У меня, походу, опять YouTube, что ли, не этот не работает. Или там просто никто не пишет ничего. Бать там сзади. Бля, тут 3 круга. Пипец. Пипец, конечно. Блядь. Иди мне нахер. Ой, блядь. Не люблю вот такие повороты. Последний круг. Вау! Блядь, сука. Чтоб ты всралась.
какой же это пиздец, блядь. Я догоню, я надеюсь, я догоню, блядь. Сука, тварь. Давай, пожалуйста, блядь, как же мы отстали. Брежься там кого-нибудь, пожалуйста. Ай, нет. Блядь, сука! Идите в жопу, блин. Спасибо, Сева. Смотрю, да, то, что вроде работает. Это чтобы говорить тоненьким голосом, а это не азот. Чтобы говорить тоненьким голосом, это гели надо. Стало менее аппетитно. Боевая Тойота. Надо челлендж пройти НФС на Тойоте. Что-то там клип какой-то сделала. Ай, блин. Как хорошо, что сегодня нет никаких советчиков. Даже. Сразу дышать легче. Они как будто вначале немного поддаются, да, чувствуете? А в конце они прям вообще жестко нажимают на газ. Он прям так ехал, так медленно, так еле-еле. Скорость набирает. Там чувствуется, что это поддавки какие-то. Ебать твой рот, блядь. Сейчас опять чуть не врезалась нахуй. Ой, камера ракурс. Забыла камера поменять. Вот это вот когда не видно, типа, впереди. Точнее, за холмиком этим. Какая там машина едет. Блять, зачем я это сделала, а? Сука. Идите нахер. Задрали уроды. Что с камерой-то? Забаговалась. Ебать твой рот, блять, опять, видели? Вот это вот пожарная машина, она какая-то ненатуральная. Как будто это
Модовская какая-то машина. Я не помню, чтобы пожарные машины были. У нас, кстати, почти что все. Главное сейчас не обосраться жестко. Нет, 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 блядь, сука, идите нахуй, а! Этого мне сейчас вообще, блядь, не надо. Блядь, иди. Как будто я, блядь, в замедленной съемке, а они нормально. Ёбани в рот. Что-то прошлое плохая ссылка какая-то. Советую кушать хорошо, советую делать все так, как делаешь. Накажи ее. Есть советы, каким образом, каким способом. Ай, чатик, как всегда. Чатик, как обычно. Так, давайте, наверное, затюнингуемся. Только я не помню, где это было. Бодишоп, да? А, вот же тут же рядом есть, ничего. Дурак, что ли? Ты дурак, да? Дурак. Check it out. Fenders, spoilers, side skirts, you name it, they do. The body shop will make your ride stand out from those stock Так, cars. что тут? Как будто это вот... Кажется. Это такой... И? Это не... 3 полоски какие-то. Так, что есть нормально? Адидас, да. Ой. Три полоски. Три полоски. Адидас кроссовки. Блин, а что выбрать-то? Вот это прикольно вроде. Бласт. Стуц. Давайте вот эту, наверное, да? Или подождите. Как будто машина улыбается. Вот эти как-то, не знаю. Блин, какую выбрать, а? Я даже не знаю. Или вот эту выбрать. Давайте вот эту, наверное. Так, а сзади... А она каким этот? Подожди-ка. Блять, какая у нас?
Шторм называется. А, все. Так, ну-ка. Вот шторм. А чё? Перед вроде такой интересный, а зад какой-то скучный у шторма. Не, давайте тогда другой что-нибудь. Что не обязательно тогда из той же серии. Тут тоже вон 3 полоски. 3 полоски. 3 полоски. Адидас кроссовки. Ну, вот это... Сегодня рано встала, теперь уже устала, как овощ. Ну, зато это режим сейчас восстановишь себе. Блин, а что тут интересного такого? Мне ничего не нравится из этого. Может, вот это? Надо, короче, еще деньги заработать, чтобы сделать боковые. Потом сделаем спойлер. Ты приготовили усталь, молодец. Так. Че, пойдемте это зарабатывать денежку. Да, отдохни. Присядь. Посмотри, как я тут бомблю. Так, поехали, наверное, вот сюда. А куда? Там типа мост, что ли, надо? Ну, ладно. Тойота. Не, я поняла, что фиолетовые это такие обычные гонки. Поэтому я буду в основном сейчас пока что фиолетовые. Просто я в прошлый раз, когда вот мы играли, я не все гонки там прям прошла, но у меня карта открылась. Ой, не карта открылась, а этот... Продолжилась карта, короче. Да что такое, блин? Это старая, что ли? О, какая карта.
поработаем. Хорошенько прокачаемся. Интересно, а вот эти вот бамперы, они как-то помогают, типа, при скорости, там, не знаю, спойлеры вот эти тоже. Или это так, чисто для красоты просто? О, Дашенька, привет, привет, моя хорошая. Быстренько на секунду в чат смотрю. Здравствуйте, здравствуйте, Дарья Юрьевна. А я думала, вы зайдете пораньше. Хотела вам показать клип. Я еще, кстати, вам его в ВК скидывала, типа напомнить, чтобы. Ну, я этот клип включу, но в этот маленьком окошечке. Потом чуть позже. Просто я не стала его включать так. Ну, так просто, потому что не все же понимают этот прикол. Только вы меня, Дарья, понимаете. Вот. Поэтому, чтобы, так сказать, вы меня поддержали в этом плане, и другие там посмотрели, включились, и потом оставили бы свое мнение. Ну, я думаю, вы уже этот клип видели, поэтому просто как напоминание. Я думаю, Сева тоже будет не против посмотреть. Я потом включу. Сука, ёбаный автобус, блядь. Да, по встречке ехать, конечно, там короткий путь, но он очень опасный. Я не хочу рисковать. Сколько там? Ну, что-то мало скорости набирает, да? Ну-ка, так. Ой, блядь! Я тупая! Блядь, какая я же тупая! Ну почему? Пиздец просто какой-то. Снова Лена гоняет. Ай, так, что там такое? Давай по новой, Миша, все хуйня. Помогать должны. А я типа эти бамперы. Я только работу закончила, мне в ВК скидывал. Но у нас, да, миндальная связь имеется. Toyota. О, да, Даша уже 3-й стрим подряд смотрит. Ай, блядь, какая же я тупая. Я всю гонку шла хорошо. И надо же было, блин, врезаться, а? Ой, господи, блядь, на последнем круге так обосраться, блядь. Еще и прям перед финишем. Ёбаный в рот, а? Этого казино.
Ладно, в конце стрима тогда клип покажу. Посмотрим все вместе на корейцев, любимых наших. И закончу стрим чанский. Не хочу ехать по встречке. Вот, блин, опять, а. Ладно. Ice on my teeth. Ну, я могу и это включить, и то еще тоже. Но мне вот это Your Fantasy жестко нравится. Я прям вообще готова 300 раз пересматривать. Они прям шедевр за шедевром выпустили. Ice on my teeth вообще, да, обожаю. Ну вот Your Fantasy это вообще... Еще и цвет мой, типа красный. Вообще все идеально. Блять, я вторая. Схуяли. Сука, рискнем. Пиздец, рискуем, конечно. Не сделаешь ради победы. А, все. Смотри, да, киберфиксация была. Да. Скоро пусть пойду к стриму готовиться, я пока тогда посмотрю. Я думала, там будет... так, ну да, я помню, сначала первая была, потом это вышло. Она же вроде недавно вышла. Да. Ой, да, у тебя же скоро стрим, блин. Точно, у тебя же скоро стрим. Точно. Ой, ну давайте, наверное, тогда я покажу клип, пока Даша не ушла, и, наверное, буду заканчивать. А завтра мы поиграем в этот... в Резидент. В пятницу у нас вечериночка. Что тут за авария произошла? Страшно, да. Save game. Back to menu. Quiet game. Так, тихо. Тут я уже все приготовила. Ой. Так, сейчас.
Почему монитор? Ой. Ну почему монитор? Мне надо не монитор. Ладно, наверное, вот. Ну, блин. Ну, хотя, ладно, вот. Все. Поехали. Сейчас себе этот, блядь, погромче сделаю. Ой. Вот так. Пусть. Скачет, что ли? Битрейт, да? Или нормально все? Ой, вот двоих присмотрела. Так, я сейчас тебе еще включу. Так, где она тут? Сейчас, минуточку. Ой, она закончилась. Вот. Даша,
включить? А, вот тут они, кстати, прикольно такие сидят, мафиозники, типа. Блять, Даша, включить этот. Как она называется-то? Напомни-ка мне. Блять, этот. Где эти-то в душе? Как они там? Да-да-да. Я же не видела полный клип. Вот сейчас давайте посмотрим вот на мою реакцию. Бойлер Рум, да. Я же не видела полную до сих пор, прикинь. До сих пор не видела. Я же только этот смотрела. Блядь, ебаный в рот, да. Ой, там уже какая-то жопа. О, блядь, тут вообще, блядь. Блядь, пиздец. А можно я это не на жопе буду сейчас делать этот... Ну ладно, придется на жопе настраивать разрешение. Сейчас, минуточку. Простите, конечно. Так вот, да, на жопе придется это все делать. Блять. Пиздец. Даша. Блядь. Можно я тут спрячусь? А такое можно показывать вообще? Сейчас люди такие заходят Need for Speed посмотреть. Я уже устала улыбаться. У меня щеки болят. When it's like sweat. I like that. Sweat. I like that. I love it when it's like that. У меня прям глаза вот так вот уже. Жесть, конечно, жесть. Жесть. Дышите, да, вот, да, дышите. Let the world burn.
Ай, господи. Ну вот я и посмотрела полную версию. То все время только этот. Только хорошую. Хорошую, говорю, только короткую. Лена, живи. Ай, да. По дате рождения грех похоть. О, ну все. Приехали. Ой. Так, ну что, мои хорошие, вот на такой прекрасной ноте я, пожалуй, предложу вам закончить. И увидимся завтра. Сейчас Даша с таким поднятым хорошим настроением будет стримить, поэтому скоро приходите к ней через минут 20. Вот, да, всем тоже вам спасибо. Мы сегодня прям так хорошо посидели, все обсудили, как и вчера тоже. Спасибо вам за то, что вы есть, за то, что вы приходите. А если в зал буду ходить, у вас на меня такая же реакция будет? Ну, не знаю. Просто съемка прикольная. Это вообще, это не артисты, это эти... Не, ну они артисты, конечно, просто имеется в виду, они не кей-поп какие-то айдолы. Это вообще типа как эти танцоры, это стриптизеры, можно сказать. Это они такой придумали рекламный ход, короче, для своего клуба, походу. А я-то думала, это какая-то новая группа появилась, типа из таких разных мужиков. А оказывается, нет. Это просто такой рекламный ход. Да, я бы тоже хотела на их концерт попасть. У меня, подруга, она же в азиатских странах во всяких живет. И она сейчас, я не знаю, где она сейчас остановилась, но она вот недавно ходила вот на эти танцы, короче. Она часто туда, я заметила, часто туда ходит и выставляет сторисы. И говорит, девочки, не благодарите. Ой, ладно, все. Сейчас пойду с таким тоже хорошим настроением спать. Вот. Всем спасибо еще раз, всем спокойной ночи. Увидимся завтра. Завтра у нас будет резидент. Вот. Так что давайте всем пока-пока. Ой, всё. До свидания. Don't say I can see it. You keep talking like you're fine, but your hands keep crossing mine. Every word you try to hide falls apart when I'm that close. You say nothing, look away, but you're shaking when I say I don't need you to confess. Your silence says the rest. You can lie to everyone, you can run, you can deny, but when you look at me, your eyes don't lie.